Две машины наготове, за ними прицепы, особо вместительные, а еще целая бригада из желающих внести свой вклад в сохранение окружающей среды. Это сами братья Приходько, их друзья-сподвижники и их дети. Такой большой компанией все вместе они выдвигаются в путь. Он не близкий, до места сотни километров, а сама дорога не из простых. Мост преодолеваем, не очень хороший. Его, правда, делали уже. Если первая машина сложный участок проходит, то вторая плотно садится. Приходится тащить. Впрочем, эти трудности по пути команды энтузиастов совсем не страшат. Перед ними важная задача – навести порядок на берегу Колыма. Эти места богаты и рыбой, и дичью, и дикоросами. А потому любители поохотиться за дарами природы здесь бывают часто. И также часто они здесь оставляют мусор. Прибыли на место. И начинается свалка. Свалка поприбавилась. Заросла и поприбавилась. Там еще дальше будет, там еще одна куча. Пока одни готовят инструменты, другие принимаются за уборку вручную. Битые бутылки, жестяные банки и прочий хлам быстро наполняют внушительные по объему мешки. Осколки собирать приходится практически голыми руками. Но не столько опасны сами возможные порезы, сколько тот урон живой природе, который может принести под лучами жаркого солнца разбитое стекло. Ходил, собирал мусор. Нашел вот такую яму, специально вырытую. Яма по пояс размером, как оказалось. Вся забита стеклом и банками. Из ямы вытащили вот такой объем мусора. Это еще с окрестностей. Пока одни прибирают, другие устанавливают доски с плакатами. Их подготовили заранее и много. Расставить их братья Приходько и сотоварищи намерены не только у берега реки, но и на развилках. Брошенный мусор будет передан бабке для наведения порчи. Ну, в общем, и все. Пару часов работы с помощью детских рук. Вот за вами псевдоохотниками, рыбаками, в кавычках, убрали сегодня мусор. От этого места до дальнего бивака почти 2 километра. Теперь они полностью очищены. Сами братья Приходько негодуют. Как можно оставлять мусор прямо здесь? Ведь практически все добираются сюда исключительно транспортом, а значит, ничто не мешает вывести свои отходы. Вечереет, а значит, время порыбачить и отдохнуть. Улов хорош. Окунь, плотва, язь, даже хариус. Уха из такого рыбного ассорти выходит знатная. Еще и на утро останется, дабы сил набраться перед новым днем. На завтра работы не меньше. Нужно очистить еще одно место, продолжить дальше устанавливать предупреждающие таблички, а после транспортировать мусор на свалку. Не упадет, как говорится, вверх не взлетит, вниз не упадет. Главное, чтобы не расстреляли, не сожгли и не сломали. И вот 2 прицепа забиты под завязку. Дорога обратно. И снова этот же мост. Сейчас будем вручную перетаскивать все эти мешки, потому что клиренс маленький у прицепа, а яма большая. Ну ты, по крайней мере, не цепляешь пока. Стоп! Все, там уперся. Надо снимать. И снова приходится поработать на полную силу. Сначала разгружая прицеп, а после дружно толкая. Раз, два, три. Оп, еще. Оп, давай еще. Сцепление горит во всем. По бездорожью с грудой мусора особо не поездишь, тяжело. Но командой движет осознание, что эти 2 дня ими прожиты точно не напрасно. Пусть о подвиге этих героев и не узнают все на свете. Но, возможно, после просмотра их видео у кого-то из прежде нерадивых охотников и рыбаков все же ёкнет сердце. Любовь Лапина, телеканал Юрган, Вуктыльский район.